Музыка, искусство — это как отражение собственного времени. Снимаем блокбастер. Вот бізде клоун. Клоун — мое призвание. Я родился, чтобы смешить людей вокруг. Больше мне нет предназначения. Менің өмірге деген талпынысым. Ау, кеше маған айғалап қойды. Дұрыс. Айғала. Косячник. Айғала. Вот, косячник. Не живет. Дұрыс. Шешсіңдер десе. Бірге отыру керек еді. Если никто не будет пробивать эти стены, то никогда здесь ничего не зародится. Барлық кеш құрметті достар, бүгінгі жаңалықтарымызда. Еркебұлан, 22-демін. Нұрсат, 23-те. Өскемен. Көкшетау. Биолог ғалым. Инженер электротехник. Чай. Екеуміз жұмыссыз қаламыз десе. Кофе. Ұйқыны қандыру десе. Замедление времени, деп, чтобы все успеть. Все успею. Ой, Ерке, ты все равно ничего не успеешь. Так, сөзбен бе? Давай по очереди. Давай ты, Захар, первый. Сабырлы, по идее. Ага, сабырлы. Давай ты. Окей, бізде Захар деген гитарист бар. Захар бізде тып-тыныш. Негізі. Бірақ данышпан гитарада ойнаса, данышпан әр концерт сайын жаңа соло ойнайды. Әр концерт сайын. Захар бізде IT-специалист, сондықтан сабырлы. Данеля бар. Данеля бізде аниме. Данеляді бізде бір жағынан данышпан, ол бізде тілдерді оқиды. 6 тіл біледі. Японша біледі, жапонша, сосын қазақша, орысша, ағылшынша, немісше, қытайша. Французша біледі, 7 тіл, сори. Келесі бізде Ақмарал бар. Ақмарал біздің даблшы. Керемет қыз. Энергичная. Біздің топта, біздің депрессивный топтың ең қуаты көп адам. Ол да өзінен үйреп тапқан барабандарды. Сол энергиясы мол. Өте жомарт адам. Бір-бірімізді айтайық. Вот бізде клоун. Клоун — мое призвание. Я родился, чтобы смешить людей вокруг. Больше мне нет предназначения. Ерке... Біздің звукач. О, звукач. Сложный вопрос задаете. Қандай ең сондай жарқын сәт болды сіз үшін? И топта сіздің кім басаңыз? Ең жарқын, по идее, желтоқсан шыққанда, по идее. Даже шыққанда емес, прям бізге готовый миксін жіберген кезде біз прям қатты беріліп біткенбіз сол кезде. Бізде негізі 35-40 өлең бар. Бірақ біз оларды шығарған жоқ, біз тек қана желтоқсан деген ән шықты, себебі бұл менің кінәм шығар. Себебі мен дыбысқа қатысты өте сезімтал адаммын. Және ең бірінші релиздің өте сапалы болғанын қаладым. Және өмірдің бір тағдырдың бір ойынымен бізге Ғалымжан аға көмектесті. Сол бірінші өлеңді жазуға желтоқсанда. Оның студиясында жазып шығардық. Сол алғаш рет сол миксті естіген кезде көзімізге бір жас толып алды. Себебі өте көп күткен сәт. Менің білім бойынша сенде желтоқсан әнін 4 жыл бойы жаздың. Желтоқсан әнін 4 жыл бойы жаздық. Себебі оның музыкасы ғана емес, көбінесе сөзі күрделі. Оның бір 3 түрлі несі бар. Мәні. Бірінші ол, яғни бастапқы мән, негізінен желтоқсан тыңдағанда сол 86 жылдағы екі ғашықтың бір хикаясы сияқты сезіледі. Бірақ шыны керек, ол КССР мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас туралы. Яғни
ол ортасында басталады. Қызыл тұман, аппақ таңды, қызу еті уақыт ұшты. Яғни қызыл тұман сол СССР, ал Қазақстан онымен деген қарым-қатынасы. Алғашында социализм және коммунизм қызық идея болып көргенде, алғаш көріп тамсанғанда, бірақ қалай бұл болды? Кідірі сәт, ішімдегі ішкі арпалыс. Ал сол сөздерін кім жазды? Мен топтың сонграйтермін, бірақ балдар сол сөздерге жанды береді, яғни өз музыкаларымен, өз партияларымен. Бұл бір-бірінен ажырамас өте маңызды ағза деп айтуға болады. Сол творческий процесс қалай өтеді? Өйткені мен өзім де кейде ән жазамын, менімен досым да ән жазады. Біз екеуміз жазуға тырыстық, бірақ бізде талай уақыт алған. Кейде 5 минут, кейде 2 күн бойы, 2 апта бойы. Кейде 4 жыл. Короче, көбінесе репетицияда jam session форматында. директ табасың, короче, оған дис жазасың. It's not big three, it's just big me дейсің де. Мен сендердің концертінде естігем, сол желтоқсан әні, желтоқсан кезіндегі екі ғашықтың әні туралы деп айтқансың. Бұл негізінен біз үшін негізі әр ән, әр істеген өнер өнімі ол музыка, искусство, это как отражение собственного времени. Сонда біз мысалы картиналарға қараған кезде, немесе кейбір киноларға, немесе бір басқа өнер нәрселеріне біз сол уақыттағы адамдар немен өмір сүрді, немен тыныс алды деген білуге болады. Осылайша біз өзіміздің бір ізімізді қалдырғымыз келеді. Яғни адамдар ертең 50-60 жылдан кейін біздің уақытымызға қарап 2020 жылдағы адамдар немен өмір сүрді, немен тыныс алды, олардың қоғамдағы ең басты мәселелері қандай болды, соны білсе екен деп ойлаймыз. Және бұл Өте үлкен үлес негізі. тарих болса қалса солай қатты қуанамыз, өтіп кетсе жарайды, ештеңе кетпейді, бірақ ең бастысы одан ләззат алу керек. Яғни өзіміздің ізімізді қалай қалдырсақ болады деген. Жалпы сендер сонда 2 өлең шықты әлі, иә? Бір өлең. Желтоқсан. Тағы бір өлең. Тынық деген өлеңдер болды. Тынық, жоқ. Концертте тағы бір өлең ойнап едіңіз ба? Біз 3 өлең ойнадық. Ол опять сол импровизациялық өлең, иә? Жоқ. Біз концертте 3 өлең ойнадық. Біріншісі қыс болды. Екіншісі қолды қалтаға салма, соңғысы желтоқсан болды. Бірақ олар шықпаған? Жоқ, олар шықпаған. Олар шығады, бірақ уақыты келген кезде, алдыда ол деген ән шығуы мүмкін. Ол деген ән, ол Ана деген кино көріп бердіңдер, шор. Ана? Ол жерде Хоакин Феникс ойнайды, ол искусственный интеллектқа ғашық болады. Сол жерде кімнің Скарлетт Йохансонның дауысымен бір әдемі өлең айтылады. I'm lying on the moon деген. Ол жерде тек қана укулеле мен Скарлетт Йохансонның әдемі дауысы, бірақ сол екі нәрседе адамның, білмеймін, жүрегінде бар ішкі сезімі тұнғандай болып тұрады. Сондықтан да ол Ана Хер деген ән жазғым келді. Ол жерде лирикалық басты кейіпкер өзіне сүйген адамын 4 түрлі мезгілмен салыстырады. Яғни ең бірінші қыспен, содан кейін жазбен, содан кейін күзбен, сосын көктеммен. Сол сөздеріңіз есінде сияқты. Концертте тоже айттыңыз, иә? Концертте ойнаған жоқпыз, бірақ біз... Концертте ойнаған жоқпыз, бірақ біз лайфта ойнадық, иә. Бір лайвымыз бар, 12 минуттық. Да, получается, у нас обычно есть прикол, когда мы пишем какую-то музыку, мы просим сказать 3 слова на казахском, и говорят абсолютно разные 3 слова, иногда даже увлекаются и там заходят далеко, там, типа қой дейді, жылқы, или тағы бір кез келген қазақша 3 сөз, и сол 3 сөзден өлең құрайсың. Белгілі бір прогрессияны аласың, балдар да прогрессияны білмейді, они тоже на ходу придумают, и получается ты показываешь, грубо говоря, как ты создаешь музыку. Это очень полезно, когда ты еще молодой бэнд, тебя мало кто знает, и показать то, что ты действительно чего-то стоишь. Ну и, собственно, делать интеракшн с людьми, потому что
всегда весело. Это еще такой вот прикольный перформанс делает. То, что людям нравится, то, что мы прям так вот, как сказать, заигрываем с толпой. Да, это классно, когда ты смотришь концерт, ты смотришь на своего кумира, и тебе хочется быть частью этой сцены. И ты как бы позволяешь людям, говоря вот эти слова, быть частью этой музыки, этой сцены и вместе. Siz подкастымыздың аты банана медиа болған соң банан болсын. Онда екінші сөз сәуле. Сәуле. Үшінші сөз шай. Көңілсіз сурет салған саған сыйымса жаңа туған ағармын көшеңмен араласқан саған деген арман болса жалғасқан көп бана араласқан жаңа көрген шабыттым аштан саған бер деген сәулем неткен бұл мүлдесен көрінген қан ауайым араласқан жаңа жайнап құйған суым көңілмен түстірде тұншығып кеткен түнде саған неге жүгірдің қарайма аппақ көңіл жанымда қалың түннің кешке ғана елестей жалғастырған сол бірақ ең қызығы сол өлеңде, ол деген өлеңде 4 мезгіл қатарымен емес, яғни бізде қыстан кейін негізі көктем ғой, бірақ бізде қыстан кейін жаз болып тұрады. Ол да бір адам арасында қарым-қатынастың бір кезегіне ұқсайды, яғни суық басында қыс, содан кейін конфетный-букетный жаз, сосын былай кризисный дағдарысқа толы күз, содан кейін көктем. Яғни сол дағдарыстан кейін біз бірге болып, адамдар қарым-қатынасты бірге қалып, жаңадан туа ма дегендей көктемде, немесе өздері ажырасып, әрқайсысы өзінше жаңа гүлдей болып құлпырай ма өз көктемдерінде дегендей. Сізге өте көп фантазияңыз бар деп айтатын шығар, иә, сізге? Білмеймін, қиялсың дейді. Иә, қиялсың дейді. Ол қызық нәрсе болды маған кезінде 4 жыл бұрын бір адам сен қиялсың деп, сен мақсаттарың жоқ, армандап жүресің дейді. Бірақ қазір мен айта аламын, я не исполнил бездушные мечты, бездушные цели, а я исполняю свои мечты. Сол концертте болған әсерімді айтайын. В общем, біз концертке мен бір досым болды и бір подругам болды. Сол үшеуміз бардық, и сіздер шыққан кезде өте андай
не болады екен, қандай өнер көрсетеді екен деген әсерде болдық. И күн жарықпен бірге шыққаннан соң ойладық, бір тоже сондай инди-рок бола ма деген сияқты. И маған ойыма ең бірінші келген ой, және де қалған ой, ол то, что топтың аты тынық, және де өлеңнің, әннің сондай атмосферасы, вайбы, как будто андай пляжный. Иә, тынық мұхит сияқты. Иә, тынық мұхит сияқты. И даже андай әні, мелодиясы андай сондай бір пляжный андай музыка қосқан. Біраз сергітетін, иә, біраз арманға қиялға толы. Тынық мұхит өзен, су тематикасы, яғни суда жатып біраз сол сумен бірге. Шаттану деген сияқты ма? Иә, сол толқындармен, өлеңдермен басқа әлемге кететін сияқтысың. Неге солай, себебі Астанада біраз қазақша ойнау қиын. Әсіресе мына жерде орыс тілді публика, аудитория көбінесе барларға кіріп ойнасаң, қазақша көп түсінбейді. Сондықтан да біз екі жағынан алуға тырысамыз, яғни кім текст түсінсе, сөздерін түсінетін адам сөздерін мәндерін түсінеді, ал түсінбейтін адам музыкамен арбалса деген оймен музыкаға да көп көңіл бөлеміз. Сондықтан да бізде мысалы Захар, Данеля, барлық балдар музыкаға көп көңіл бөледі, оның өзінің бір қайтсам жаны бардай болу керек. Яғни және де бұл Қазақстаннан қатты шықпауымыз келіп тұр, Қазақстан сыртынан. Сондықтан да сөздерді көбі түсіне бермесе, музыканы түсінсе екен дейміз. Алматыға көшу деген ой жоқ па? Все-таки Алматы енді. Бізге айтады, Алматыға көшпейсіңдер деп. Ғалым да айтады, Ғалымаға айтады, Али да айтады, неге көшпейсіңдер деп. Бірге жұмыс істеп па? Міндетті емес бірге жұмыс істегенде, бірақ осы жерде бүкіл яғни өнер іргетасы. Астанада қиынырақ, рас, өте қиын. Адамдар біраз суықтау, бірақ Астанада үйреніп алсаң, негізі рас. Астанада для слабых. Иә, рас. Закаляет. Ең қызық нәрсе ол, Астанада қиын, бірақ Астанада енді ешкім өзін метафорично айтқандай құрбанға шалмаса, яғни, если никто не будет пробивать эти стены, то никогда здесь ничего не зародится. И нужно что-то делать. Если даже на своих плечах там кто-то еще больше станет, супер. Адам деген аш қалған кезде ғана жұмыс істей бастайды ғой. Мысалы, ақша тауып, мына жақтың енді творчество жоқ, сіз де басып жатсыз да. Алғашқы қадам деген сияқты. Здесь вопрос социального государства. У нас государство вообще не социальное, в плане того, что возможно такое говорить. Что такое социальное государство? Ты можешь себя обеспечить, ты не думаешь, там, как себя прокормить и так далее, и у тебя остается время на то, чтобы заниматься тем, что ты любишь. По вот этой иерархии Маслоу, да? И вот, когда ты там 12 часов впахиваешь на какой-то работе, ты приходишь кушать еще, готовишь еще, ты думаешь, ты готовишь 45 минут для того, чтобы покушать еще 5 минут, потом ложишься спать, там, для творчества и каких-то внутренних вдохновений абсолютно времени не остается. И когда тут у тебя пробки, когда тут с транспортом проблемы и так далее, это самое меньшее, да, то, что можно сказать, и не говоря уже о зарплатах, то какая речь о креативной индустрии, когда она еще и плохо финансируется на самом деле. И да, и все на самом деле в основном держится на таких индивидуумах, которые, как Галам любит говорить, болеют мечтой. Ну, как раз-таки благодаря вам, такие люди, которые очень заняты в день, они не могут найти для себя времени на творчество, они его пополняют вами, они слушают ваши музыки, и получается то, что они как бы питаются вами, и это заполняет в себе свой креатив. Да, но хотелось, чтобы было больше таких, как все. Ну, ради этого, например, так скажем, Ерки, он видеографией занимается. У нас не было звукача. В Астане, да, это большая проблема, ты приходишь на площадку, а из-за того, что ты молодой бэнд, к тебе относятся так... Халям-балям, да, с небольшой таким неприязнью и пренебрежением. Да, отличное слово, пренебрежение. И могут там настроить на тебя пляп.
и ты там выступаешь с плохим звуком, а звук хороший — это всегда 50% успешного выступления. Поэтому, например, мне, грубо говоря, пришлось, да, добровольно-принудительно изучать звукоинженерию и звукорежиссуру. Я что-то далеко зашел, вот последний раз... Да, это уже стало моей, грубо говоря, профессией. Да, последние поляны это были те же самые телепрограммы, там, Динара Саджан, Дус Мухасан, там, концерт ДДТ, Бандерасы, да, и очень-очень много разных концертов. Да. Но я остановился вовремя, потому что я чуть ли не забыл, ради чего я в этот пошел. Я уже собирался там ехать в Германию обучаться. Там приглашали на лекции компании DNB. И вот, но я вспомнил, у меня уже на репетиции времени не оставалось. Мы его прям выцепляли, короче, для репетиции. У него единственное такое вот маленькое окно у Нурсата во время работы, он каждый день работал. И просто время с 10 утра до 12, да, было у тебя время? Да. Мы как угодно пытались всех выцепить наших, чтобы просто порепетировать. Потому что такая сфера, где ты можешь работать 24 часа, типа, без сна. Это вполне нормально. И вот. Жалпы неге тынық? Тынық, Басында негізі ол Нұрсаттың өзінің личный телеграм-каналының аты болған. карантин кезінде бастаған. Иә, сосын біз көріп Нұрсаттың каналын тынық деген нормально аты деп. Я сол бэндтің атын қоя салайын. Иә, себебі әндеріміз сондай, әндеріміз... Тереңде деген сияқты ма? Иә, сыртынан әдемі мұхитқа ұқсайды толқындармен, енді ары қарай терең-терең үлсең, одан сайын көп нәрсе табуға болатын сияқты. Біз солай істеуге тырысамыз. Яғни, өздерімізді концерттерімізді және сеттерімізді терапия сияқты жасауымыз керек. Яғни, адамдар келіп, серігіп, концертке келгенге дейін бір адам, және концерттен кейін басқа адам шық. Біраз болса да басқа адам шықса екен деп тілейміз. Сондықтан да тынық. Топтың атауы Өзен Райбон білесіздер ғой? Иә. Сияқты ғой. Мысалы, Айзатұлының сонда каналы болған Өзен деген, сосын үлкен Райбон. Иә. Сол да қызық. Музыкант болуға сендерді не толқындырды? Светика, сіз биоинженер? Биолог, ученый. Иә. Тем более, да. Тіпті специальностьті сондай мұхитқа суға байланысты. Я айтпақшы Marine Biology'ға да барайын деген металл еді. В прошлой жизни русал болған жоқсыз ба? Жоқ, мен в прошлой жизни бомж болдым. Мен в прошлой жизни сайып мазақ болдым. Вот здесь нос добавьте, пожалуйста. Вот, как сказать, ты как думаешь? Как музыку пришли? Ну, я лично просто из-за того, что брат на гитаре играл, меня прям смотрел, так интересно было, и начал тоже учиться. И потом просто в голову ушел. Мне в 6 классе брат сказал, что гитара — это магнит для девушек. Я такой, все, смело. Оказалось, неправда. Далеко неправда. И просто ты потом сидишь и один на гитаре играешь. Без девушек как раз ты. Хоть гитарист. И так и не научился. Так и не научился, кстати, да. Хули все на гитаре в бенде играю. Это взаимопомогающие вещи на самом деле. Вот у тебя есть какая-то определенная сфера, там, скажем, наука, да? Я там работал в лаборатории. Это в неделю там занимало, можно сказать, 25-30 часов помимо учебы. И вот ты в этой академической сфере, там есть свои тягости, свои какие-то внутренние там, трудности и так далее. Ты думаешь, блин, я хочу написать пейпер, я хочу там стать отличным ученым, либо биологом. И it's building up. Это тревожно, все такое, но ты приходишь на репетиции, эта дверь закрывается репетиционной базы на ключ. И следующие 2 часа вы просто занимаетесь музыкой. Вся твоя тревога, все твои вот эти переживания стоят за этой дверью, и все ребята расслабляются. И я не представляю, если честно, за эти последние года все бы, наверное, перегорели бы, если не музыка. Наоборот, еще считаем, что, мне кажется, без музыки вообще не сможем. Да. И вот как мы не можем без музыки, точно так же мы не можем и без основных своих специальностей, там, теоретики в электроинженерии. Ваша страсть — это как ваш голод в музыке, да? Да. И репетиции проходят, правда, как терапия.
ты приходишь, и вы играете первую песню. Мы молчим все, мы просто подключаемся, начинаем играть. Первая песня проходит, и она заканчивается на последней ноте. Все молчат еще минуты 2-3. И потом кто-то такой... И начинается разговор, типа, как дела, как день пришел. И все друг другом делятся, правда. У нас еще репетиции проходят очень даже редко. Очень поэтому редко, да, и копится у всех. И ты по лицу, по стилю игры иногда чувствуешь, у кого что не так. Потому что музыка, она тоже умеет разговаривать. Да, абсолютно. Чисто, так сказать, у нас диалог на языке музыки происходит. Да, у Захара, например, гитара может там, вот образно говоря, на самом деле плакать, либо кричать, там, он начинает там соло у него. Так. То есть, либо у него пальцы там расходятся, и он не так играет, и ты понимаешь, о чем-то у него голова забита. А когда у него настроение хорошее, он выдаст самое лучшее соло в мире. Просто Джанмал. И вы это все записываете? Нет. Наоборот, иногда бывает такое вот, то, что я иногда просто поставлю телефон, чтобы просто заснять. Иногда забываем. Вот у Захара хорошее настроение, надо было все снять. Не, Там- просто на рандом такой. Там, да, как классный момент получается, мы думаем, все снимаем, а иногда ты просто это отпускаешь. Вот в этот момент она просто должна пройти, и все, да. И все должны расслабиться. На самом деле атмосфера в бенде и ментальное состояние каждого участника очень важное, сказал бы. Я удивляюсь тому, что у нас в университете, на самом деле, хоть есть большое количество оборудования, да и почти в каждом университете, но не так уж и много бендов, интересно, да? И мы за этим наблюдали, мы этим очень сильно задавались вопросом, почему они распадаются, почему они дальше не продолжают. Так, все же есть, можно же сделать. И вот этот теншн между участниками и взаимоотношения, то, что не сколько вы музыканты, вы друзья. При этом ты понимаешь, что каждый что чувствует, ты знаешь, как в следующую ноту мы сыграем. И бывали моменты, когда у нас на монитор не работает, мы друг друга не слышим и так далее. И все чувствуют друг друга, все понимают, в каком эмоциональном состоянии они сегодня. И да, и могут сыграть абсолютно вслепую и выходят самые красивые. Получается, описание вашего творческого процесса группы, да? Концерт Кунжара, честно, я в ушах плохо все слышал, я других почти не слышал, кроме Захара. Наша барабанщица, первые 2 песни, у нее ушные мониторы не работали, она других не слышала. У меня во время концерта то, что у меня как привычно на концерте я не могу попрыгать, я там прыгаю, у меня наоборот наушники вылетают. Да, и ты, получается, друг друга не слышишь, но тебе нужно играть, тебе нужно продолжать, и ты вслепую, можно сказать, практически играешь, но из-за того, что мы знаем привычки друг друга, мы понимаем психологию друг друга, друзья, и очень много времени с друг другом Каждый проводим. раз сценарий происходит, вы уже все Да, понимаю, как сыграть. Эта химия очень важна в творческом процессе, в любом творческом процессе. ал основатель кім болды? Все-таки бір адам бар ғой, давайте осы жиналайық толықтырайық деген сияқты. Кстати, случайно. Я в группу барабанщиков. Не, басында бізде универде бір небольшой концерт болғанда бәрі отырып что охота играть, давно не играл в концертах. Давно жүріп жинап шақырдым. Сосын біздің бірінші гитаристіміз Әділбекті. Сосын бір сәтті біз барабанщик шақырғанбыз. Да, я тогда учился на барабанных играть. Получается, я прихожу в НУ, и я всегда мечтал о том, чтобы был бенд. Чтобы понимать, что чувствует каждый участник бенда, нужно хотя бы понимать, на чем они играют, что они чувствуют за этим инструментом, например. И да, сначала начал осваивать барабаны, потом я пошел в хор, чтобы понимать гармонию. Потому что у меня музыкального образования нет, надо было это как-то компенсировать. И да, мы с ребятами вот так вот сложились, играли Chemical Romance. Да, но самое классное то, что мы за всю нашу карьеру ни разу ни одного кавера не сыграли, и этим горжусь. Почему? Потому что это тебе... Ты кого-то подстраиваешься под
чужую музыку, а свою А такую. камера это не разве, когда ты чужую музыку под свой стиль передаешь? Блин, ну тебе нужно играть лучше, чем тот артист, который Чтобы играет. вышло хорошо, да? И все равно ты отдаешь какой-то процент какого-то творческого capacity, чтобы сыграть этот кавер. Я в этом плане жанра я бы не хотел бы отдавать частичку кому-то, да, я хочу, чтобы это было наше, вот авторское. Никто, вот, например, ты хоть сыграй лучше, чем сами Arctic Monkeys, там, песни, там, Arctic Monkeys, там, I Wanna Be Yours, или еще что-то. Если это Arctic Monkeys сыграет, это все равно будет звучать лучше, потому что это Arctic Monkeys. И свою. А ты свой играешь, и лучше тебя, то, что ты делаешь, никто не будет тобой лучше тебя. И это, мне кажется, важно понимать, чтобы не пытаться там казаться, нужно быть, а не казаться. Да. Ну, конечно, эта штука fake it till you make it много работает, но все равно. Вы знаете такое MBTI? Да, Проходили? INFP. Ай? Вы ай? Да, INFP. Разве не ENFP? Не INFP. Да, я тоже. У нас клавишница, она нас за бок знает, у нее еще подруга, она художница, они целый мини-мультик нарисовали. Да, про вас? Не про нас, про вот этих 16 персонажей. Как прикольно. Да, и она еще провернула, она заставила всех пройти, перепройти несколько раз, если что-то у нас Мы поменяется. 3 раза, да, проходили? Да, вот Захар у нас INFG, да, Данель у нас тоже INFP. Вот так мы, короче, да и INFG, что ли, что такое. Мне кажется, у нас тоже Да, он басист. BASS, да? Без би. И опять же такой момент. И недавно у меня был такой инсайт интересный в том плане, то, что моя девушка говорит: блин, я хочу заниматься творчеством, я хочу работать вот эту офисную работу, я не знаю, кем я хочу быть. Но опять же, не надо искать себя. У нас куча времени для того, чтобы создать себя. Правда, ты говоришь, там, я хочу быть художником, и вот, и что делать? И надо начинать сегодня, там, покупать краски, да, по чуть-чуть рисовать, и ты потихоньку лепишь из себя художника, грубо говоря. И каждый из вас может стать кем угодно, честно, мне кажется. Как и я не думал, то, что, будучи там, родившийся в Кукштау, с населением 150 тысяч человек, в самом таком захолустном районе, что мы там будем работать с галом. Таких границ. Да, их абсолютно не существует. Ну, интересно теперь, с какого момента в жизни вы поняли, то, что типа нет никаких границ, и все абсолютно свободно и возможно? Я вообще, честно говоря, когда вот начал заниматься видео, ну, я как бы начал это кино тоже, когда, да, и там бывало работали с разными актерами, там просто смотришь, очень да, нужно просто общаться с человеком, будет нормально, и не так, когда ты начинаешь, как фанат просто, так, вот так вот прям, с высока на них смотреть. Блин, кстати, классно, не знакомься со своими кумирами. Почему? Пусть, да, вот это пикчер, который у вас в голове есть, по своим кумирам такими останется. Да, потому что люди бывают разные. Может, просто нужно делить человека от работы, типа, Да, его творчество, как он себя показывает, это Личность. личная жизнь. И да, самое интересное, кстати, менее заносчивый артист, с которым, будучи как звукоинженер, да, работал, это как раз таки самый популярный артист. Те же самые, например, ДДТ, это вот это, как я объяснил, это все, они основатели русского рока, они еще начинали в 80-х. Они поют эту песню, это все, что останется. Да, они еще молодые. И к ним на концерт пришло 6 тысяч человек. Я такой думаю, вау. Вот еще пичик был. Простые деньги. Одни из самых простых денег, в отличие от казахстанских некоторых артистов, с которыми я работал. Вообще супер. Там, да, очень легко. У нас там действительно могла произойти многомиллионная проблема, что там какое-то оборудование работало, и там не было вот, там не исполнили ради, заплатили, такого вообще не было. Тебе подходит, говорят, втроем стоите, обсуждаете, как решать эту проблему, предлагаете, о, давай, классно, да, все классно, у них есть техник по сцене, здесь Гриша. Давайте так и сделаем, что-то скотчем замотали, просто сделали, все работает. Без напряга, ноль стресса, все классно, вау.
Оказывается, артисты бывают заносчивые. Да, артисты такие же простые люди, и они пытаются выполнять свою работу какую-то. И, во-первых, они это делают больше для себя, нежели для кого-то. Мне кажется, это важно понимать. Да, все, что мы делаем сначала для себя, а не для кого-то. Первый слушатель, это ты сам? Да, это Уинстон Марсалис. Уинстон Марсалис, гениальный ныне композитор джазовый, трубач. Вот, ему задали вопрос, вот, как мне быть как артистом, писать музыку для слушателей или писать музыку, которая мне нравится. И он тогда сказал такое: первый слушатель — это ты сам. Все такие: о май гад, йо. Да, гениальный композитор. Мне кажется, вам нужно написать книгу «Инсайт от Нурсата». Инсайт от Нурсата. Он много чего дает, по идее. Да, я каждый день ВКонтакте сижу, просто такой: вы же больше ВКонтакте не сидите. Не гони, брат. Тебе дома мама ждет. Учитель. Давайте какой-нибудь такой отвлекающий вопрос. Ну, вернемся к Тунок. Сколько вообще концертов вы уже провели? Типа, насколько вы старые или насколько вы новые? Сейчас, в 22-м году, я помню, у нас было сколько? 9 концертов? 12 концертов уже стало. 12 концертов. И то 9 из них за одну неделю было. Да, за 9 дней мы 6 концертов сыграли, это во время файналов еще было. Гельки работала, еще 2 работы было. Да, как раз таки из-за этого я тогда подумал: ну так не пойдет, 2 работы, учеба еще сложная. И бэнд. У нас еще было такое, что нужны денежки, да. В универе концерт, и потом, в универе концерт в 6 вечера, и в 9 нам надо быть в каком-нибудь баре, и мы такие отыграли, быстренько собираемся, едем по пробкам. Тогда был больше вопрос, что ты молодой бэнд еще в Астане, тебе просто надо соглашаться везде играть, как-то тебе люди узнавали, что ты делали, какие-то первые записи. И мы просто на все подряд соглашались, на самом деле, когда. Это и хорошо, и плохо. Были концерты некоторые ужасные. Приходишь, тебе там, из-за того, что ты какой-то маломальский бэнд, ты в подвале где-то играешь. Ну ладно, была, не была. Ну, с людьми знакомишься. Самое важное на творчестве. Мы как раз так и познакомились с нашей барабанщицей. Сад мой, да. То есть, да, как вы познакомились друг с другом? Это был Казак Рок Пати. Давно был бар Основа кафе. Нас пригласили туда. Ну как пригласили? Мы думали, нас пригласили, оказывается, наш друг, гитарист. Давно он выпустился, он, оказывается, позвонил хозяину, умолял: возьмите этот бэнд, пожалуйста, пусть они сыграют. А нам сказал: все, вас пригласили, ребята, чтобы мы чисто не переживали. А я узнал об этом только за день до концерта, и я такой: капец, расстроился, насколько мы маленькие, оказывается. И мы пришли, сыграли, а тогда был бэнд по имени Буран. Ребята очень крутые, этно-казахский рок такой играли. Она была там барабанщицей. Сейчас нет, они, к сожалению, распались. Офигенный бэнд был. Вот опять же, почему бэнды не удерживаются, я не понял. И мы потом, у нас ушел барабанщик наш, и мы тогда ее позвали, да. А с остальными участниками общались? Вы просто с универа? Да, просто с универа. У нас как раз была студенческая организация, которая занималась культурой. Просто все оттуда, да? Да, и там как раз. Все нефры собрались вместе. Да. Тогда еще одноразок не было. Там приходилось что-то, очень много свободного времени было и денег такое. Да, и, короче, у нас просто репетиционная комната, делать нечего, просто залетаешь туда и такой: ты тоже, допустим, мы тогда фаундерами были, мы такие: ты тоже фаундер, а что играешь? Мы такие: что слушаешь? Группу. Нет, просто начинаете джемить, потом уже когда группы собираются. Кстати, гитаристы такие знакомятся. Наш гитарист Джорди, я познакомился с нашим гитаристом в следующем году, он Саундчек был, еще в Алмате. Саундчек закончился, гитарист подходит к Захару. Говорит: у тебя это малая мензура, да, на гитаре? Захар такой: не знаю, диез. Вообще мы поняли, без разницы была какая-то информация. Да, и все гитаристы так знакомятся, они нелюдимые, чаще все такие: это у тебя Гибсон там или PRS. Захар. Что ты слушаешь, Джона Мэйра?
И вообще без разницы, они даже твой ответ слушать не будут и таким ознакомиться. И здесь просто поговорить. Все самые, насколько по своему опыту. Просто по своему опыту все самые такие лучшие знакомства происходят случайно. Да. Допустим, я около своего дома, около дома своей девушки встретил одного пацана, и с ним я все очень общаюсь. И у тебя девушки уже нет? Пацан есть, вообще не точно. Даже вот в прошлом году я познакомился с этим пацаном, всего один день мы приехали, он мне все еще помогает, иногда деньги скидывает. Вау. Мой папик такой. Нормально, скинь его номер, пожалуйста. Тоже не помешает. Ну и вот, тот момент, когда был концерт, 6 концертов за 9 дней, я тогда для себя понял, что, так не пойдет. Решил поехать на Work and Travel, чтобы заработать денежки, и потом следующий учебный год заниматься только учебой и бэндом. А вот эти деньги, которые я заработал, я просто как раз слил бы на месяца, чтобы не хватило. А вот контролировал, куда ходить? Я ездил в Хайянис, тогда штат Массачусетс. У меня получается в неделю день работы по 12 часов, 6 дней в неделю. Я вообще не гулял, типа, ни в Нью-Йорк, ни в Ниагарский водопад, никуда не ездил. Единственное место, куда я сходил, это был джаз-бар в Нью-Йорке, о котором я мечтал. Типа, самое это яркое отметина, это вот шрам у меня от кипящего масла осталось на руке. И вот, that's my dedication и любовь к музыке, которую я хотел бы продолжить и продолжать. И в плане, да, мне эти денег хватило, чтобы я там не работал год-полтора, надо было экономить. Ну, соответственно, за этот год мы подняли, грубо говоря, гонку, и КПС поднял, слава богу. Вот, да. Ну, джаз-бар, я приехал в Нью-Йорк, у меня на следующий день только вылет. И билет стоил туда $35, еще там обязательно надо было в баре что-то купить. Я тогда еще деньги зажал на отеле, я всю ночь, получается, на улице жил в Нью-Йорке. Что вы пили? Сок. Сок, да. Там что-то. Не, сок, все показался. Здесь еще. Капец, я только что на маршрут ехал, у тетеньки кто нас занимался в автобусе. Там начал кто нас заниматься. Да, и, собственно, в тот момент, кстати, был очень ключевой момент, когда вот мы репетируем в репетиционной базе, у нас нет ни записи, ни концертов, ты думаешь, а зачем? Вот, например, кучу сил вкладываешь во что-то и уже несколько лет, а зачем? Типа, вот ребята выпустятся, а у них работа, им надо на что-то жить, им надо учиться. Постоянно на грани такого с... Да, вдруг кто-то в один прекрасный день тебе подойдет и скажет, например, Волнуешься постоянно. ваш оператор или кто-то скажет, я больше не хочу этим заниматься. И мы тогда думаем, мы на регистрацию не успели. Я думаю, тогда надеть жилетку и такой, типа, температуру проверяю, такой, вас поймать и сказать, ой, возьми нас на ую. И потом подумали, какая-то глупая ситуация. Там к нему, наверное, каждый день 1500 человек подходит и говорят, типа, вот, возьми, да. И уже в 7 начинается, в 7:30 я в комнате сижу, мне друг пишет, а тут Камила, типа, она делает лайнап на ую, на ую лайф, приходи. Я так, ладно, куртку одел, пришел такой, думаю, вот. Это было awkward situation. Она такая сидит, и друг такой, вот, там, они хотят на ую и так далее. Я говорю, да, конечно. Я говорю, да, вот, Телеграм, туда отправьте. Это момент, как будто мы вам перезвоним. Знаете, на работе. Так, ладно, все закончилось, уже 9. Все заканчивается, и я думаю, надо идти в банк. Я стою, подхожу к ней и говорю, у нас репетиция через 20 минут. А никакой репетиции нету вообще. Ребята... Захар вообще у нас дома. Я как бы просто на Q&A сессию пошел. Ребята, вообще про репетицию не знаю, никакой репетиции нет. Я думаю, она скажет, нет, мы заняты, там, типа, вот, пример фильма, завтра улетаем. Она говорит, да, давай. Я такой, хорошо. Она говорит, напиши вот в Телеграме, куда надо подойти, я сейчас закончу, и мы подойдем. Хорошо, конечно, я поворачиваюсь, что ребята, он говорит, ребята, берите такси, еще что-то, не знаю, приезжайте там, сейчас буду свою слушать. Вообще жесть. И вот, мы идем на репетиционную базу, там после этого время файналов, после 9 играть нельзя.
а уже время 10. Мы такие на колени встаем и говорим: ағай, пожалуйста, ё-моё, дайте ключи, мы тихо будем играть. Такой, ладно, только тыныш ойнаңдар. Мы такие, все, подключились, расключились, начинаем играть. Смотрим, уже 30 минут проходит, 40, час проходит, она даже не прочитала. Мы думаем, все, типа, пока. Ну, это нормально, там Q&A закончится, они что-то общаются, забылись и уехали. Totally окей. Потом мы сами уже заигрались, и мы смотрим на телефон, а там 3 пропущенных от Камилы. Я думаю, ё-моё, ну, давай бежать. Они заходят через вход, где самые злые охранники. И там опять: ағай, пожалуйста, ё. Я такой, ладно, пусть удостоверение дадут. Мы проходим, меня садятся, нас слушают. Слушай, говорят: блин, ребята, знаете, если честно, мы думали, зачем мы сюда идем, кто они такие, типа, зачем? И вот мы им понравилось, они сказали: давайте. И потом через год нас позвали на Мирим Дебол, вот в этом году концерт был в феврале, где, да, мы открывали концерт. Сложный концерт, с одной стороны, был. Видите, самая сложность в том плане, когда ты ноунейм, а и за тобой там дальше играют Кунжарык, Конрад Байфа, Муарахан и Молдоназары. Перед тобой стоит огромная задача в том, чтобы переиграть самого себя. Тебе надо сыграть не на 100, а на 250%. Тем более еще незнакомую аудиторию. Вообще, наверное, музыканты, ну, такие новые, очень переживают, да, когда вот толпа, и, возможно, они тебя не знают, и ты должен показать им себя. Да, билет стоил там 16 тысяч, ты явно понимал, то, что люди не ради тебя пришли. Там полный зал, и вот эти вот там 500-700 человек, это, ну, вы думаете, то, что не ради вы тебя. чувствуете, что это обидно, или вы чувствуете то, что это шанс? Это челлендж. Это челлендж, да. Это обоюдно острый меч, на самом деле. Ты можешь сыграть супер, взорвать, и эти 700 человек тебя запомнят. Либо ты можешь опозориться, и эти 700 человек тебя запомнят как... А если вы сыграете нормально, но это будет... Это просто все это забудется. Это тоже тебе надо себя То есть надо прям перформанс сделать вы хороший. как перфекционист этой группы, да? Да, все, тут просто стоит задача. Если ты делаешь, то делай классно. Почему? Мы все это понимаем в группе. Да, и ребята все, у всех большой коммитмент. Я вот, честно, я очень сильно судьбе благодарен, что мы все вместе собрались. Это когда... Общий майндсет. Да? Да. 5 минут назад она всех пинала, где камеры, и все такое. У нас точно так же в группе такое. У нас Нурсат всегда концерт и ругается, типа, каждый свой инструмент подключается, потом берет в какой-то момент, сам начинает все подключать. Блин, долго подключайтесь, потому что... Ну, слушай. Кеше маған айғалап қойған. Дұрыс, айғала. Косячник. Вот, косячник. Косячник не живет. Дұрыс, шешсіңдер десе. Бірге отыру керек. Потом Супершай забанят вас в Ютубе. Are you ready? 3, 2, 1. Айтпақшы, кумир бойынша сендердің рол моделларың кім? Ну, менде жоқ. Как там было? Сейчас вспомню. Hours later. Нет, зачем ты это брал? Надо было. Это чтобы я думал лучше. Это... Мен өмірге деген талпынысым. Вот, Мұрат Абділда, натуре. Білмеймін, менде роль моделдер жоқ, бірақ бізде балдарда роль моделдер бар. Мысалы, Захардың роль моделі Джон Мейер. Қаншама токсичный адам болса да. Бірақ Джон Мейер өнерде керемет адам. Гитарист. Керемет гитарист, керемет бюзмен. Захарда өз үйде пластинкасы бар, Захар бүкіл өлеңдерін жатқа білет, бүкіл гитара сололарын жатқа білет. Кез келген Джон Мейердің өлеңін бірінші секундынан айта алады, қай өлең екенін. Ақмаралда біздің барабанщица Юсуф Дайс,
ол томишпен бірге ойнап жүрген барабанщик, бірақ қазірде Жазғы барабанщик ол негізі. джазовый барабанщик Томиш, Массега, сосын Рок Палдинамен ойнайды, жақында бір альбом шығарған. Black Classical Music деген керемет альбом, там көріңдер. Данелда, қателеспесем, кез келген аниме опенинг десем де. Данелия Кассипияны жақсы көреді. Кассипия ол Jazz Fusion бенд, жапондық. Солардан өте көп шабыт алады. Осы артқа қайт келсек, желтоқсан айына сіздер ең басты айтқан болатынсыздар, Молданаза сіздерге көмектесті бе? Молданазамен қалай таныстыңыздар, қалай коннект таптыңыздар? Вообще қалай инстаграмда бар Молданаза бір? Ең қызық нәрсе, өткен жылы мамыр кезінде Джеймсон атты бренд түрлі қауымдарда конкурс бастаған, 7 қауымдастықта. Музыканттар, креаторлар, бартендерлер, сосын скейтерлер, киберспорт, стендаперлар и тағы бір нәрсе. Біз сол жерге онлайн заявка бергенбіз. Сол кезде бір 400-500 заявка болған, соның 10-на өттік. Музыканттардың арасында 400-500 адам. Топ 10-ға өттік. Сол топ 10-ды кастингге Алматыға шақырады. Бірақ ең қызығы сол күнді, яғни топ 10 болатын күнді кастингті бір апта бұрын айтты. Мысалы 23-22 болған ол кастинг. Бірақ бізге бір 15 ғана айтқан ба солай. Содан кейін 3 күн бұрын ғана оның критерийлерін айтады. Яғни бенд емес бір адам келу керек, соған бәрін төленеді. Тағы да плюс бір музыкант аккомпанирующий сияқты келе алады. Бірақ ол уже өзіне өзі төлейді. Сосын ойлаймыз, что за ужасная организация дегендей. В плане, кто говорит условия за 3 дня до самого конкурса? Это абсурд. Ты думаешь, не стоит на это подписываться. И мы сидим с Захаром. Тогда у нас время было, когда у нас денег вообще не было. У Захара даже не было на аренду квартиры денег. У нас, на еду толком денег не было. И вот мне, получается, все оплачивать, потому что я заявку подал от своего имени. А Захару мы берем 50 тысяч на запись оставляли песни свои первые. Мы берем их, закладываем на билет, плюс еще 20 тысяч добавляю, и Захар еще на 60 тысяч в рассрочку берет билет. И туда и обратно на 120 тысяч билет берем. А мы не знаем, что произойдет. Вдруг это просто какой-то туфтовый конкурс. И мы просто так потратили деньги буквально. В банк идем. Да, можно было 3 песни записать и выпустить. Очень просто на эти деньги. И такие, ладно, давай. Была не была. Мы с Захаром едем, идет жеребьевка, мы играем третьими, играем 3 песни. Играем желтоқсан, и Галым говорит, классная песня. Маған ұнайды. Мен білмеймін, кім жеңетінін, бірақ чисто по-дружески ойлаймын жазайық. Типа вне конкурса. Сонда Ғалымжан сол жерде судья? Жюри, да, он куратор, получается. У каждого сообщества свой куратор был, у креаторов это Кана. Жалғызым болған жоқ. Ғалым болды, Женя болды, Евгений Рукавичников, клавишник, басист болады и саунд... Аранжировщик. Аранжировщик, да. Музыкальный продюсер, получается. И Алида болған. Али случайно туда попал. Это лучше вызнен. И вот такая ситуация произошла. А у Галыма, на самом деле, в студии записаться это очень дорого. И потом выбежали оттуда после кастинга, такие, офигеть. И да. Еще в чем прикол? Біз Данелия екеуміз осы астында күтіп отырмыз да. Қалай болды, не болды? Они главное пишут, нас прошли, мы такие, что там? Проходит 10 минут, 20 минут, молчат. Да, ты нервничаешь. У меня, например, привычка перед концертами, перед всеми выступлениями из кармана все вытаскиваю, чтобы мне, не знаю, почему-то. Кстати, у вас есть какие-то такие привычки, которые вы делаете перед концертом, или какие-нибудь традиции, что-нибудь такое? Да, мы обычно на сцену выходим и общаемся. Да, типа такого. С друг другом разговариваем обязательно.
чтобы уменьшить какой-то стресс и так далее. Вспоминать, ради чего мы это делаем. Или каждый участник что-то такое забавное делает перед концертами каждый раз? Мы раньше приколы делали перед концертами, я там либо тверкал, либо мы Хайрат Нуртас песни пели, типа такие, это очень важная песня для нас, вот, все такие тихо-тихо, сидит весь зал, сидит, и мы начинаем, типа, Алматыны, Пендерай, да, что-нибудь такое, и, просто разбавить атмосферу, разрядить, брать вот этот какой-то теншн. И вот, и таким образом мы потом записали песню «Желтоқсан». Мы приехали, опять же, чтобы записать эту песню в ноябре, мы с Захаром приехали в Алмату. Мы записали партии других ребят. Мы опять же взяли рассрочку, билет туда обратно. У меня сейчас 4 рассрочки Кас Петрова, чисто чтобы в Алмату ездить, типа на концерты. Тот же самый Мирим Дебол концерт, он был полностью благотворительный. И мы понимали, что нам, скорее всего, трансфер ничего не оплатит. И, инициатива очень классная. Нам хотелось быть частью этой инициативы. Благотворительность – это всегда супер. Это и вот. Да. Енді осыншама көп концертте өткіздіңдер. Фандомның аты бар ма? Фандомның атын өзінің қабаты шығар. Иә, күн жарықтары, күн шуақтары бар. Бізде тынық мұхит, ерке айтады, утопленники бар. Не знаю, типа, как это назвать. Как в Майнкрафте. Но опять же, не хочется создать какой-то культ, фандом. Музыка ради музыки. То есть вы хотите, чтобы у вас просто был свободный круг слушателей, без никаких фандомов, без ничего? Фандомы на самом деле появляются чисто по фанатской инициативе. То есть если люди хотят так собраться и делать что-то, то без проблем. А просто чтобы вот так вот еркелетіп өзі фанаттарының қалай это вообще білмеймін. Білмеймін. Ондай ешқашан мақсат болған жоқ. Біз ең бастысы музыканы өзіміз үшін жасаймыз. Да, украсить как-то серые свои будни. А остальное, как пойдет. Джеймсон мы не выиграли, кстати. Да, Галм такой пошел, сказал, блин, ты же понимаешь, вы же... И что, мы хуже должны были сыграть, что ли? Еще сол күні бір қызық коммент болған, афишасы шыққан кезде. Бір коммент шығады, тынық жеңсе, как-то будет этот... Необъективно. Необъективно, дейді. Да, и вот... нет, все нормально. Вообще, мы очень сильно выросли за этот конкурс, получили очень много знакомств. И так вы дальше общаетесь, так вы дальше работаете в Кунжарахе? С Галом, с Алишкой, да. Мы за это время стали очень хорошими друзьями. И тут уже вопрос не в музыке, не в индустрии. Кстати, вы же не в лейбле, вы просто как бы... Да. Они просто вас продюсируют? Нет, это чисто все по-дружески. Точно так же, как там Гал мне иногда помогает записывать песни Конрад Байфам. Просто по-дружески. Да, просто по-дружески. Это вот как люди вместе собираются, что-то снимают, делают, либо играют песни. Вы, например, под их лейблом быть или что-нибудь такое? Не знаю, честно, об этом мы много не думали. Лейблы — такая вещь немного уже становится как работа. У тебя есть какие-то обязательства перед лейблом, и у лейбла есть обязательства перед тобой. То есть это напрягает? Это да, и там может стать, на самом деле, меньше творчества, меньше свободы. И опять же, у ребят, у каждого, у Захара там магистратура и работа, у Данели... Пока студент. Да, у них, у ребят 4-й курс, у Ерки работа и учеба. У меня сейчас хоть и академ, но я очень много работаю. И вот, и, соответственно, как-то суррогатно и неполноценно держать и то, и другое, не очень. Если ты делаешь. На каком курсе были еще раз? Когда собрались? Нет, когда собрались и сейчас на каком? Когда собрались, мы были фаундерами, так сказать, нулевой курс. Просто, мы познакомились, конечно, тогда даже тонах не было, просто познакомились. А потом карантин, потом мы вернулись и потихонечку начали играть. Вот мы вернулись на 2-м курсе. В конце 2-го курса, считаю, мы начали играть. Прям хорошо мы начали прям играть и собираться, наверное, на 3-м, да, это конец 22-го года. Вот. И... Сейчас вы на каком курсе? На 4-м. На 4-м. У меня академ, у меня вот в августе 4-й начнется. Момент с Джеймсоном нам показал, опять же, тот же самый важный момент, это кризисный момент, когда ты действительно не знаешь, что произойдет. Ты просто идешь ва-банк. Когда еще раз был этот конкурс? Этот конкурс был в прошлом году. И он длился по мае.
Да, вот финал был в марте, 15 марта. Очень длинный конкурс. Нурсат, Спонтанные короче, вещи самые такие важные получаются. Да? Самые важные, да. Да, всегда так, мне кажется, даже. Удача – это своего рода тоже навык в плане того, что ты думаешь, блин, Вот, повезло. типа. Да, ты думаешь, повезло, но опять же ты этот момент не словишь, если ты не будешь вариться в этом постоянно. Ну да, да. И получается, как, например, у футболистов, один футболист там будет тренировать один удар там 10 тысяч раз, и вероятность того, что он попадет в ворота, опять же, увеличивается, да, и эта его удача тоже увеличивается, Да, грубо как говоря. кто-то сказал же, я не помню кто, но вот я помню четко слово, то, что я боюсь не того, кто знает все приемы это Брюс Ли. Да, я боюсь того, не того, кто знает все приемы на, типа, ну, кто знает все приемы, а тот, кто знает тренирует один удар, да, 10 тысяч раз. правильно, да. Да, вот эта цитата про удачу тоже навык, это из манги Blue Lock. Читайте мангу и смотрите аниме, друзья. Қазір қарап жатқан көрермендер егерде қызығушылық танытып жатса, жалпы сендерді туралы көбірек қайдан білуге болады? Қайдан көруге болады? Ясновидящий ағзаның. а так, если серьезно, то біздің телеграм-каналдан, инстаграмнан. Телеграм-каналдар. Бізде негізі контентпен біраз қиын нәрсе. Ол үшін бір жеке адам керек. Бірақ оған көп уақыт жетіспейді ол контентті жасау үшін. Себебі қайтадан жұмыс, сабақ и бэндқа уақыт бөлген кезде біз көбінесе репетицияларға уақыт бөлеміз, әндердің жазылуына. Бірақ қазіргі әлемде біраз қиынырақ контент жасау. Блин, представьте, Бетховен такой говорит: ё-моё, я написал 9-ю симфонию, вот бэнгер. Типа, это песня моего лета, там, симфония, Moonlight соната. Такого вы никогда не увидели бы. И, соответственно, сейчас, я не знаю, вот эта индустрия вся ваша, куда движется. В общем-то, Инстаграм. Ну, надо Инстаграм и Телеграм, да, и Твиттер. Твиттер. Твиттер супер соцсеть. Твиттер ведет. Ну, я в Твиттере просто сижу. В Твиттере, да, интересная экосистема. Мы, на самом деле, из Dope приглашали Жолмарта и Арсена на наши концерты. У них там по времени не совпадало, мы их постоянно поздно звали, на самом деле. Вот, да. Онда менің бір ұсынысым бар. Енді аумен, енді сіздердің барлығы жақсы болады, үміттенеміз. Бір жылдан кейін тура осы жерде, осы күні қайттан түсірейік подкастты. Әумин. Я Хан Бисекеевпен салайын еткенбіз. И, короче, да, толық топпен келесіңдер. Давайте. Точно. Сосын қандай өзгеріс деген сияқты. И жалпы 5-10 жылда өздеріңді қалай көресіңдер топ ретінде? Так. Хотя бы 2-3 альбом болса ғой деп. 22 жылы 5-ші шілдеде мен Твиттерде жазғам бір фестивальға қатысқым келеді деп. Ол кезде әлі тобымыз дұрыс нетілген жоқ. Ол нәрсе шындыққа айналды. Ол нәрсе шындыққа айналу үшін 1 жыл және 4 ай керек болды. Следующая, лично моя мечта, кстати, ребят, и вообще бенда, чтобы мы сыграли за границей где-нибудь на каком-нибудь фестивале. Там Коачелла, да? Какой-нибудь Коачелла. В Монголии классный фестиваль есть по типу Коачелла, он проходит несколько дней. В прошлом году там хедлайнеры были Cigarettes After Sex. В этом году я не знаю, кто там, скорее всего, будет хедлайнерами. Но, блин, как-то хотелось бы выбраться из Казахстана и рассказать о нашей музыке. Мне кажется, у вас получится. I hope so. Как Галм дал недавно, вот, выберут, записывался. Келгендеріңе көп рахмет. Сендерге көп үміт артамыз. Басым салған дені сау болсын. Жалешай, покупай. Такой всем голов посмотрись. Артрит, артроз, амбробения. Сендермен болған Арған және подкасты Банана Медиа арнасында. Әрқайсымыз өнерге жақын болып, тұнық тобын тыңдайық. Да, все.
Super shy, super shy. Wait a minute, I will make you mine, make you mine. Йо, достар! Сау болыңыздар. Білгенін істеп жатыр. айттым. Басқаша сөйлесем, басқашасын. Бұл өмөнүнүн жаңалықтары. Это записал, кстати. Юмата-сан. О, Нурсат Исыч умеет Елестя. профессионально стонать. Нам надо было договориться, о чем не говорить, да, сегодня, наверное?